рынке. Такая сижу тут бабушка и продаю то, что собрала Семечки. сама. Нет, я продаю 1 литр клюквы по вашему выбору или 1 литр замечательных беленьких груздей. Всего лишь за 200 рублей. Это очень дорого. Я говорю, да, в наших рынках это очень дорого стоит. Но так как я собирала сама и очень уважительно к вам отношусь, я сегодня предоставляю возможность, то есть завтра я принесу к 10 часам литровую баночку груздей или клюкву по вашему выбору. Выбирайте, думайте. Предложение. Как заманчиво! Ладно, спасибо, я подумаю. Здравствуйте. А, нет, ничего, здравствуйте. Пацаны перебили мое предложение. По снятию порчи или по английскому языку? Эксклюзивная экскурсия по городу Сыктывкара, не выходя из академии. А, не выходя. Учитывая погоду. Всех позовем сюда. Ага, понятно. Ну, если учесть, что у меня примерно такая услуга сегодня есть, мне предстоит добраться до гостиницы практически пешком. Поэтому времени остается немного. Есть еще предложения? Да, банку. Так. Два. Да. Первое – это карточка Ювгош. Так. Пошли личные вещи в продажу. Карточка, она, во-первых, дает вам 5% скидку на любую покупку в магазине Ювгош. Так. 50% от покупки вы можете снять бонусами. Ага. Соответственно, я вам ее могу продать за 100 рублей. Вот, но если вы приобретете в магазине Ювгош какую-то продукцию за 1000, вы можете карточки оплатить 500. Если вы купите что-то на 5000, карточка вы оплатите 2500. Ага. Это бонус есть? Конечно. Ну, раз уж такие торги, Надо раскошелиться. Вот. И у меня еще одно предложение. Поскольку я спортсмен, увлекаюсь карате, я вам продаю билет на салфетки. Ну, от этого, Реальный. но билет реальный, да. По нему пускают туда. Со мной, да. Со мной пускают. Со мной пускают. То есть поход на индивидуальное занятие с личным тренером, Так. клуб восточных единоборств Рейдо. Ага. Вот, занятие длится 2 часа. Для вас будет разработан индивидуальный курс. Я надеюсь, там не в качестве груши. Нет. Первые занятия. С учетом, Я ощущение, что нам завтра выдадут диплом. с учетом возрастных физических особенностей. Также в этот поход в спортзал входит еще поход в сауну. Трансфер до клуба и обратно. И чаепитие. Чаепитие, чай привезем с Шри-Ланки. Вот. Предложение действует только до завтра. И когда мы, насколько у нас учет начинается, здесь до 11 утра. А, то есть до 11 мы завтра можем... Нет, вы можете Потусоваться. воспользоваться этим предложением. Всю ночь. Купить его, приобрести билет до 11 утра. Без денег. 6 каратистов. Заставим. Может быть, кто-то другой воспользуется предложением. Потом мы будем говорить о том, как классно мы провели время. Но у вас возможности воспользоваться этим предложением уже не будет. Вот. У вас завтра до 11 Все, утра. закрыт вход будет. Да. Спасибо большое. Есть еще По 100 предложения? рублей каждый лот. Ага. Давайте, так как показатель вообще человеческой культуры это разносторонность, вы побывали в Республике Коми и не увести из нее как минимум 20 самых расхожих фраз на коми языке национально. Это как минимум, ну, было бы неправильно. И вот я вам за 150 рублей предлагаю услуги, 159, да, отличного репетитора по коми языку, моя коллега. Вот Кристина там сидит, молчит, но я точно знаю, что она и знает. Она не знает про то, что она знает, но мы-то знаем, что она знает. Стесняется, но я точно знаю, что 20 самых расхожих и самых ядреных фраз в этом языке. Ага. Всего 159. Их здесь-то можно будет потом использовать, эти фразы? Ну, Или они настолько ядреные? но часть Здесь нежелательно. Это для поведения в других регионах. Спасибо. Спасибо.
Спасибо всем за предложение. Вас... Бесплатно приглашаем на этапе нашего театра. 1 декабря вы будете здесь. Мы 1 декабря. Праздновали праздник единения и единства. Вы хотели бы продемонстрировать единство? Да? Нет, вы объединиться. Ну, то, что мы едины. Хотели бы почувствовать? Да, конечно. Почувствовать. Но рецепт благополучия, успеха и путь к единению – это песня. Я хочу вам ее предложить. Это песня, которую все любят, все знают. Это из веселых ребят. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. Сейчас продать должны Да. эту песню. Надо же Песню в деревне и села. Ну, я вам дарю, а дальше Спасибо большое. вы... Условия другие. Только продаем. Нам песня строить и жить Это помогает. хорошо, что она Она помогает. как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Не пропадет. Да, я тоже люблю эту песню. Спасибо. Ну что ж, пора принимать решение. Я принял решение. И вот как-то по фразам ядреным можно скидочку получить? До 100 рублей, думаю, скинем. До 100 рублей. 20 фраз. Каждая фраза по 5 рублей. Да. Отлично. Значит, с вас 20 ядреных фраз. Записывай. Я не знаю, с кем вы будете. Музей. Музей Музей занимательных наук. Ну что ж, поздравим тех, кто заработал в этом конкурсе, в этом эксперименте. Ну и у меня к вам вопрос. Прежде всего, как вам понравилось участвовать в этом эксперименте? Сложно, легко было? Весело? Конкуренция большая. Конкуренция большая. И разрыв шаблона, потому что ведь не постоянно же продаем, да, получается? Ага, ага. Подсознательно мы должны делать это ежеминутно, да, О, получается? А Да. проявления нету. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот с чего начинались, как рождались ваши идеи, откуда они появились, почему такие? Из сумки. Из сумки было. Ага. Но сориентироваться надо было на того, кого мы продаем. С потребностей Кому? покупателя. Из потребностей покупателя. Так, ага. Ценовую категорию. Из того количества денег, сколько было. Кто еще, у кого еще как рождались эти идеи? Я наоборот думал, что я могу предложить. Да, Что знаешь, Что я что могу, умеешь. что знаю, что умею, да? Просто мы предлагали материальные активы, а материальные активы здесь не особо котировались. Здесь нужно было предложить именно идею и продать эту идею. Как ты ее преподнесешь, эту идею, которая тебе не стоит практически никаких денег, и ты ее продаешь, получаешь за это денежку, которую ты можешь пустить уже в дальнейшем для того, чтобы нематериальные вещи в материальных превратить. Вот она. Ага. Я Сейчас мы узнаем, в чем фишка была. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот в какой степени вы были уверены в том, что вам эта продажа пройдет этот вариант, что вы заработаете на этом? Нетрадиционность. Нетрадиционность, так. А в какой степени вы уверены были, что да, я заработаю, я получу эти деньги, заработаю За эти 20 деньги? мегафраз я вот сам заплатил. Но я вам перепродам. Я боюсь, тут рядом я договорюсь. Едины, и во-вторых, не эти 200 рублей, а у нас деньги будут сыпаться, как из рога изобилия. Вот чтобы они сыпались, как из рога изобилия, нам с вами надо разобраться. Откуда они берутся, эти деньги, чтобы они сыпались? Хорошо. Кто еще в какой степени был уверен, что получится или не получится? Я была уверена, что какой-то из моих предприятий 100% выиграет. Почему? Потому что первый он шел на, условно говоря, на, ну, настоящий мужчина, хочет же быть каждый, а тут уже зрение, все замечательно. А потом вы приедете, и вам было бы интересно изучить. Да. Так или иначе, вот, даже нам,
вспомни фразу какую-нибудь, иногда бывает очень вовремя и к месту. Ага. Ну ладно, это игровая ситуация. Но вы же затратили силы, вы что-то там придумывали, вы искали в сумках. Перед вами стоит живой клиент с живыми деньгами и готов их отдать. Но мы делаем все, что угодно, кроме того, чтобы понять, за что этот человек деньги-то готов отдавать. Так, если пойдут оправдания, я прерву на первых 5 секундах. Если судить с точки зрения бизнеса все-таки, не социалки, бизнеса, да? Да не важно. Тут нет, Ну важно. хорошо. Существует две теории. Первая теория. Человек пришел, значит, ему что-то нужно. Он готов что-то купить. Мы можем, понадеяться на то, что он сам спросит, что ему нужно. Б, мы можем ему навязать то, что нужно нам. Ой, как это нехорошо. В 50% Как, случаев понимаете, в бизнес 50% случаев. Вот как вы себя чувствуете, когда вам что-то навязывают? бесит. Но Но, если это красиво навязывать, а вы хотите на этом бизнес построить? но если это красиво предлагать, я это куплю. Да вы купите, что произойдет после того, как вы купили? Это разочарование. Да, конечно, это разочарование. Продажа пошла. А вот теперь посмотрите, Все-таки были ли шансы у всех здесь присутствующих? Конечно. Да, абсолютно у всех эти шансы были. И каждый мог заработать. Но нас интересует все, что угодно, кроме самого человека, который должен за это платить. И очень часто бизнес именно так и строится. Я создал красивую полку, и я эту полку в тебя вставлю. Я заставлю тебя купить эту полку. У меня, кстати, тоже есть мультик. Ну понятно. Методы продвижения. Не их клиентам, у них свои клиенты, и они будут успешны. Понятно. Ну отлично, если у них будут свои клиенты. Но рынок-то был здесь, деньги-то были здесь и сейчас, и их можно было здесь и сейчас заработать. Где бы ни был этот рынок. В любом случае, первое, с чего мы начинаем работу, мы всегда начинаем с понимания того, а кому наши проекты нужны. Мы начинаем с понимания того, а кто же будет получать благо от нашей деятельности. А чтобы это предоставить, нам надо понять тех людей, для которых мы эти проекты делаем. Это еще одно отличие, наверное, от чисто социальных проектов. Все-таки социальные проекты, за них платить не надо. Да, за участие в социальных проектах. Там понравилось, не понравилось, не понравилось. В бизнес-проекте, если клиенту не понравилось, он за это заплатил, извините, собственные деньги. А это уже ответственность. И беда не в том, что уйдет тот клиент, которому не понравилось. Беда в том, что этот клиент создаст такую репутацию. По статистике, один недовольный клиент уводит, там разные цифры, до 40 человек. Уводит до 40 потенциальных клиентов. Так, что вы купили, получается, 20 или 100? 20 раз. Да не просто раз, 20 убойных. Так, а локтаче это что? Сюда. Первая фраза это локтаче, иди сюда. Да? Первая фраза это «Видеолан дона юртьяс». Это первая фраза. Добрый день, дорогие друзья. Вот с этой, пожалуйста, и начнем. А дальше это «Тлок и уж там, Зимграм». Подойди, выпьем. О, хорошая фраза. Запишите. Наш с вами предыдущий опыт. Если в нашем упражнении мини-рынок, в какой-то ситуации тот, кто смог заработать, скажем так, случайно, Да ничего случайного. попал в некоторые интересы. У меня просто, скажем, я немножко
У меня профессиональный интерес к музеям занимательных наук, поэтому как-то он у меня выбился из общей колеи. А в общей концепции, конечно, если бы кто нам может платить, соответственно, для начала нам надо понять, а кто же, на ваш взгляд, является целевыми группами? Кто те люди, которым нужны услуги социальных предпринимателей? Что это за группы людей? Итак, целевые группы. Для социально-предпринимательских проектов. Но я буду писать сокращенно СП проектов. Социально-предпринимательских проектов. Итак, как вы считаете, а кто же эти люди, которым нужны социальные предприниматели? Люди, которые попали в сложную Люди в сложной жизненной ситуации. Инвалиды. Молодые семьи. пенсионеры. Дети. Семьи. Так, молодые семьи. Дальше было. Сироты. Сироты. Дальше. Многодетные семьи. Алкоголики, наркоманы. Это сложная жизненная ситуация. Ну, как часть, она, скажем, да, здесь просто очень много внутри, Да, что и находится. женщины, Там и которые- женщины, там и дети, там и очень много чего. Можно конкретизировать, если мы будем работать. Кто еще? А? Пенсионеры. Пенсионеры. Кто еще? Люди. Говорили дети. Ну, правильно, люди, все люди. Не, ну есть масштабированный проект, здесь проточные проекты, а есть масштабные вещи, экология, например, да? В одном месте Фукусима жахнула, по всему миру распространилась. Люди в Понятно. целом могут быть? Могут быть. Это более масштабно. Нет, не могут быть. Для бизнес-проектов. Вот Те, которые первое. попали Я бы поспорил. Поспорим, обязательно Перемене. поспорим. Для бизнес-проектов, если я хочу организовать бизнес, То есть, вот, я, конечно, могу его организовать в самой разной сфере. Да, вот сейчас мы с вами будем формулировать, а что же этим людям на самом деле надо. Вот точно так же, если бы вы меня спросили, что мне надо, вы бы сейчас в совершенно другой ситуации были, да, и гораздо большее количество людей могли бы на этом заработать, если бы вы знали, за что готовы платить. Точно так же и здесь. Мы сейчас, для нас с вами надо посмотреть, а что же этим категориям людей необходимо. То есть посмотреть на бизнес их глазами, не своими собственными, а исходя из тех потребностей, которые могут быть у этих людей. Потому что вот даже то, что касается экологии, да, мы можем... Здесь ЛПК 60% всей бумаги. Вы знаете, и так далее. да, ну я чуть-чуть. Мы работали в Оренбургской области, это по заказу компании Металлоинвест, представителя Уральской стали. Экологическая ситуация в городе Новотроицке, Оренбургской области, там тоже описывать особо не надо, достаточно посмотреть на небо. Оно там всегда цветное. Да, и не всегда оно в цветах радуги, эти цвета. То есть там ситуация на самом деле очень такая сложная, ну, наверное, так же, как и у вас. А то, что касается экологических проектов, допустим, один из проектов, который взялась реализовывать школа. Одна из школ, Кемеровская область, ну, регионы СУЭКа и регионы Металлоинвеста, это понятно, все территории, где находятся их предприятия. Что угольное производство, что производство металла, это всегда экологически, там, чуть ли не катастрофа для тех регионов, в которых они работают. Так что придумали дети с их учителями? Они взяли в аренду у муниципалитета пустующие площади, и они начали выращивать там рассаду. Рассаду кустарников, ну, я не знаю, как они правильно называются, кустарники, наверное, не рассада, рассада, да? Они стали выращивать, подращивать деревца, но они это сделали не для того, чтобы там... Они очень просто. Они нашли покупателей
на эту продукцию. Тот же город Кемерово, Амантулеев, да? Там все вертикаль выстроена Жестко. как надо, жестко. И там они стали предлагать вот эту продукцию свою, стали предлагать предприятия, которые они сами высаживают, там ухаживают, если надо, обрезают и так далее, и так далее. То есть, посмотрите, это школьное предприятие. Оно зарабатывает вполне реальные деньги и вкладывает в то, чтобы развивать вот эту материальную базу. Мы на листе, вот на этом, который у вас лежит, формулируем потребности этих людей, что в чем они нуждаются. Задача понятна, да? То есть мы прописываем потребности, проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, их интересы, их запросы. То есть мы смотрим на мир глазами этих людей. Нет, это напиши просто, это ресурс, это не проблема. Да. Это очень важный и очень нужный ресурс, который позволяет вот эту категорию хорошенько не работать. Плюс и минус, нет, деньги это либо недостаток, либо переизбыток. Все это можно, в принципе, и так. Где ты видел переизбыток? Кто-то тебе сказал, Рома Абрамович сказал, что у него переизбыток денег? Пенсионеры, если сталкиваются с людьми, Ты пенсионер? я говорю, сталкивался с Штурмуете? Ребенок с кем-то свой, понимаешь? Ты уходишь с дому, а тут же старшеклассник, восьмиклассник, может, один некому, так как получается. Кушать не может приготовить себе, не толком не одеться, ничего. Ну, У нас знаешь, какие были дети? Нет, 11-классник может быть с первоклассником посидеть, понимаешь? 16-летний. Летний период каникулярный. Летний период каникулярный, еще что там мы сейчас назвали. Бытовые вот эти вот моменты, да, приготовление еды, потом психологическая поддержка. Ну вот психологическая поддержка. У кого-то женщины, например, сначала вот это, потом вот это, потом идет финансовое, а потом уже все остальное. У подростков у них финансовое в первую очередь, а потом все остальное. У мужчин совершенно в другом состоянии. Так, дальше, что еще можем рассказать? Потребности, проблемы, запросы, интересы у тех людей, которых вы выбрали для себя в качестве целевых групп. Пожалуйста, с кого начинаем? С вас. Ну, пожалуйста. Александр. Не-не-не, Ольга Васильевна, А вы лучше говорите. А мы будем... Я могу поддержать. Да, все, договорились. Ну, мы отвечать будем все вместе, наверное, вся группа помогает. Вы тоже? Я поддержу. Подростки и мужчины. Мы выбрали целевую группу. Подожди. Да. Говори, потом я. Да, мы выбрали целевую группу люди в сложной жизненной ситуации. Туда мы отнесли женщин, подростков, ну и мужчин. Мы для себя распределили, да? Так. Небольшая ремарка. Перечисленные вот здесь вот как раз таки потребности данных групп, мы предположили, что у женщин, подростков и мужчин по сути потребности одни и те же. У каждой из этих групп в связи с их физиологическими, умственными и так далее способностями, у них идет просто перераспределение. Там что-то у женщин, например, на первом месте одно, у мужчин на другое, у подростков совершенно третье. Могу даже по пунктам назвать, что у кого по перечню идет. Вот такая ремарка. Вот. Мы, значит, предположили, что люди нуждаются в реабилитации, в питании, психологической помощи, жилье, работа или трудоустройство, финансовой помощи, информационной помощи, в мотивации, в общении, медицинской помощи, в досуге, юридической помощи и обучении или переподготовке. То, что мы успели вспомнить и записать. Я бы начала с психологической помощи. Не факт, у мужчин совершенно по-другому. Нет, У подростков тоже. Нет, Да, знаете почему? Потому что уже за этим последует все остальное.
И может быть, то есть у каждой группы, да, свое, поэтому если мы будем конкретно рассматривать на группе, то мы будем уже переставлять. Если для женщин, то да, это на первом месте, я думаю, что особенно если женщина в трудной жизненной ситуации, я думаю, что на первом месте, да, действительно психологическая А помощь, мужчина как и у трудно, если подростков. ему не окажешь этой помощи, он работать не сможет. Если он Она должна быть очень заботливой. могут, но не могли бы. Ими надо заниматься, да? Это раньше они назывались лечебно-трудовой профилакторий. Нет, это лечебно-трудовой профилакторий назывался. Это надо возрождать, потому что они гибнут. Ну, я расскажу, у нас на самом деле есть такие проекты, и сейчас на государственном уровне идет речь о том, что это необходимо остановить. Которую мы рассматриваем, это дети-инвалиды. Потребности, медикаментозное обеспечение, социализация, доступная среда, куда входит доступность общественного транспорта, доступность социальных учреждений, учреждений культуры. Ну, все, что нас окружает, у нас по большому счету недоступно сейчас. Да. Обучение, инклюзия, то есть это обучение совместно с детьми, которые абсолютно нормальные. Нет, инклюзивное это в школах. В школах и детских садах. Это индивидуальный подход, несмотря на то, что мы ратуем из-за инклюзивности, тем не менее, многим детям-инвалидам необходим индивидуальный подход. То есть или почувствовать себя в обществе, или наоборот как-то справиться со своей проблемой. Психолого-педагогическая помощь. Это психолого-педагогическая помощь, индивидуальный подход, они где-то рядом. Коррекционное обучение некоторым детям необходимо. Все в зависимости от того, с каким мы диагнозом сталкиваемся, с какой конкретной проблемой. Сопровождение психологическое, педагогическое. Санаторно-курортное лечение сейчас многим оказывается, но его очень трудно получить. То есть там целый ряд всего нужно собрать. Организация досуга. Сейчас отличный прошел фестиваль в сентябре, это инклюзивный фестиваль для инвалидов, фонд «Сила добра» проводил. Вот таких у нас очень мало и не хватает. Оказание услуг присмотра в организации на дому, то есть бывают случаи, когда дети остаются одни дома, оставлять не с кем, бабушки, дедушки пошли делать справки, родители ушли, организации не существует для того, чтобы их временно привести. Вот одно из направлений. Обучение родителей по уходу и присмотру, потому что родители, которые сталкиваются с ситуацией, их тоже необходимо обучать. И дети, чьи родители не подготовлены, тоже в какой-то мере страдают. Так. Развитие талантов – это индивидуальный, то есть каждый человек индивидуален, и найти в нем талант – это важно очень. И для детей инвалидов в том числе. Даже не в том числе, а даже в большей степени. Возможность дистанционного обучения. Сейчас дистанционное обучение среднего направления вообще не существует. Среднеспециального не существует. Выше еще более-менее есть, а вот этих двух вообще оно западает. Участие в культурно-массовых мероприятиях, это по сути дела досуг, но мы тут имели в виду и театральное участие, конкретно отдельно взятых театральных кружков, танцевальных студий. У нас таких нет. Нет, они у нас есть, но о них очень мало знают. Вот я занимаюсь общественной деятельностью с 2010 года. Вас слышу в первый раз. Организация кружков и непосредственно материальная помощь. То есть материальная помощь как семьям, так и самим детям-инвалидам. В зависимости, вот пошла. Все, и ушла. В зависимости от ситуации. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Штрафуют и обяжут обеспечить доступную среду. Это в соответствии с законом. Понятно, что 99% наших объектов, они не имеют доступной среды. Вот сейчас у нас родился очень интересный проект, тоже наша выпускница, у нее своя проектная организация, и тренер наш тоже сейчас. Они в своей проектной организации создали отдельное бюро, которое занимается добровольной сертификацией объектов инфраструктуры на предмет их доступности. То есть что они делают? Они собирают большие семинары и объясняют действия этого закона. Они рассказывают, как можно правильно организовать эту доступную среду.
И естественно, что они проектируют, составляют проекты для организаций, которые выполняют работу. Дело в том, что у нас якобы доступную среду берутся организовывать все, кому не лень. И иногда она организована таким способом, что там Супер недоступной становится. трудно остаться не инвалидом, если ее использовать. Когда проектные работы, да, сейчас дам слово, да, и они выполняют эти проектные работы для организации. Но тем более государственные учреждения обязаны иметь доступную среду, соответствующую нормативам. Можно как чиновник? Скажу, Можно. да, коллеги, можно по доступной среде мыслить? Можно. Почему задала я этот вопрос? Помимо того, что работаю в академии, да, скажем так, я за то, чтобы была доступная среда. Это моя жизненная позиция. Но то же самое, как налогоплательщик. Например, что инвалиды бывают разные. Когда мы говорим о пандусе, мы понимаем, что это колясочник. Но бывают инвалиды и по зрению, и по слуху, и по прочим различным заболеваниям. И чтобы создать для этого, я просто сейчас занимаюсь доступной средой академии, чтобы ее привести в соответствующие нормы. Вот специализированные организации, которые по минимальным запросам, чтобы переделать академию хотя бы инвалид, все вот эти группы инвалидов могли подняться к нам до 3-го этажа, нам надо около 10 миллионов рублей. При этом в академии специально подняла статистику, за этот период времени, за последние 5 лет обучалось всего 2 инвалида. То есть 2 инвалида. А стоит ли нам, как налогоплательщикам, почему я об этом говорю, да, организовывать все заведения по доступной среде? Почему бы не сделать одно заведение высшего образования, которое будет соответствовать, мы готовы потратить там 10-15 миллионов на это. Почему не сделать там одну аптеку? Потому что город у нас маленький, мы не имеем потрачено изначально не построить, пусть будет там потрачено 20 миллионов на это, на все, чтобы были световые, чтобы были специальные компьютеры, чтобы было, ну все для этого создано. Вообще доставку на дом надо сделать. Было, чтобы был создан один техникум профильный, да, который будет изучаться. И, да, и прочие вот эти вещи. Да, нам дешевле рикшу содержать, да, в течение 10 лет, которые будут... Вот смотрите, на самом деле, спасибо. На самом деле это очень серьезная проблема и касается очень многих предприятий, организаций, а уж тем более то, что касается там магазины, сферы быта и так далее, и так далее. Я понимаю, что для каждого предпринимателя организовать доступную среду это вещь очень непростая и очень затратная. Один магазин, одну аптеку, одну это. Но да, это ущемление в правах. Да? Для налогоплательщиков. Это либо мама одна с детьми, либо папа один с детьми. Бывает такое, что бабушка с дедушкой остались, да, с детками. И сироты, которые создали семью, когда оба молодых человека, дама и молодой человек сироты. Проблематику записали простыми словами. Отвезти, забрать в сад, в школу, когда мама одна, не всегда возможно, да, организовать посещение кружков, спортивных секций, посещение поликлиники, вечернее и выходное время закрыть, когда мама может отдохнуть хочет, или папа, домашние задания выполнить с ребенком. Вот из опыта наша коллега сказала, что были даже походы в полицию вместо мамы, потому что она на работе, как бы, да нет некому ребенка, нарушившего закон, забрать. На период отъезда, это сессии, командировки, есть потребность некуда этих детей оставить. Психодиагностика и профориентация, работа с этими семьями, в том числе с мамой, с папой, может, работу нужно поменять, как бы, да, может, она не в той сфере, поэтому не может заниматься ребенком. Летний период, каникулярные периоды, приготовление еды дома, обучение домашним делам, домашним навыкам, как бы, ребенка, уборка квартиры, посещение магазина, помощь в выполнении поручений, ну, этого оплата, может быть, квитанции, любые поручения, с которыми мама не успевает справиться. Для женщин нужно час, ремонт элементарный, да, безопасность, когда ребенок находится один и не знает элементарных навыков, там, да, газовая плита там, или открытое окно.
обучение навыкам использования технических средств и гаджетов, пользование телефоном и все мелочи, которые жизненно необходимы. Ну и служба знакомств, потому что семья должна стать полноценной после внедрения. Вот. Такие проблемы мы обозначили. Реши последнюю, Вот все это- остальные Да, я сразу. думаю, что если бы мы это Ну, не факт, если подняли не наверх, добавятся да. новые. Дети, Те, да? которые мы озвучили. да. Можно такой момент? Я знаю, что в совковый период была такая штука, детские сады назывались недельно. Круглосуточные. Да, нет, не круглосуточные, они на неделю собирали деток, да, и на выходные отдавали их родителям. Я знаю, это сейчас с казанскими ребятами общался плотно. В Казани есть такие садики, и они достаточно популярны. У нас тоже есть неделька, которые 5 дней там дети в этом, там и Нет, готовят. сейчас нет этого. Их там учат и готовить, и стирать, и убирать, и прочие штуки, и дети чистые, довольные, глаженные, родители за это просто, платят определенные деньги. А так как все-таки мамы и папы обычно одиночки не получают там какие-то субсидии от государства все равно, то эти денежки можно, грубо говоря, туда перенаправить. Это уже бизнес-идея пошла. Ну, она существует. Я Это как раз то, это как раз то, что нам детскую нужно. цену. Он, кстати, очень окупаемый по цифрам получился. Я знаю. Реально бы не Я знаю, ввели я его. видел цифры. Вот еще вопросы. Вопросы, комментарии? Спасибо. У нас есть название. Если мы решим все проблемы для пожилых, то каждый пожилой человек, пенсионер, будет суперстарчик. Так у них проблем-то немного. А мы, так сказать, обозначили крупными мазками. Понятно, что если мы говорим о какой-то проблеме со здоровьем, то там можно 4 дня, да, перечислять, что там со здоровьем может быть. Итак, начнем проблемы у пожилых людей и у пенсионеров. Первое, у пожилых появляется очень много времени. Вот, то есть, соответственно, появляются проблемы с досугом. Куда же нам его девать? Оттуда может даже какие-то моральные какие-то травмы могут возникнуть, да, потому что там, скука, одиночество и так далее. Да. Судострадания сплошные. Да. Второе. Что тут написано? Давай. Проблемы со здоровьем, второе. То есть здесь имеется в виду здоровье как физическое, так и психическое, психологическое. Также проблемы передвижения, перемещения. Это если проблемы со здоровьем, да. Потом проблема питания, поскольку рацион для пожилых отличается от рациона Людей среднего возраста. Это проблема в уходе, поскольку некоторые пожилые люди не могут обеспечить себе полноценный уход, и родственники также не могут его обеспечить. Проблема связана с деньгами. То есть то есть, да, мазок, так сказать, опять крупный. Вот, допустим, есть пенсионер, он стал пенсионером, но там работать не перестал. У него была одна зарплата, он стал получать еще деньги и думает, куда их девать. И там, бес закрался. Дмитрий, просто есть разные виды пенсионеров. У нас слишком много раз. И куда ты туда потратил, то есть может стать и проблемой. Пошел в казино, например, да, вот азартный, и взял и стал проигрывать все под ноль. Избыток денег привел к потере квартиры. До казино еще добраться. Да. А если он 45 лет вышел на пенсию? Здесь, видите, некоторые разногласия, у кого-то избыток, у кого-то нехватка. Это мы обозначили и плюсы, и минусы. Потребность дополнительная, да. Также недостаток общения, адаптация к современному миру, поскольку условия постоянно меняются, сложности с трудоустройством, проблема передачи опыта и проблема жилья. Служба знакомств тоже. Спасибо. Ага. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Да, тоже нужна психологическая помощь очень часто. Мы тут Чуть хотели конкретизировать, они да. спят и звонят. Проблемы с психологическим здоровьем. Да, Посещение кружков. Организация досуга. Но это именно уже как решение. Решение каждой из этих вот крупных мозговых проблем может быть вообще уйма. Совершенно верно. Масса. И у нас тоже начал работать сейчас один из проектов, проект для пожилых людей. Специально разработанные маршруты
с остановками, где есть возможность поесть, где есть возможность посмотреть на различные интересные места, которые есть в области. И там целая сеть таких маршрутов расписана для пожилых людей с учетом их особенностей, с учетом всех потребностей, которые могут возникать во время такого путешествия. Да, это вот к разговору. Ну, кстати говоря, первый такой заезд действительно был успешен, очень понравится. Еще поехали как раз «Золотая осень» была, поехали на страусиную ферму, поехали, у нас есть немножко вдалеке от города, там километров 30, Ачиирский монастырь, там святая вода, вот, и набрать можно. На обратном пути заехали в дендропарк, там все это листья, золотой этот лес красивый. Ну, конечно, вернулись люди с поразительными ощущениями, впечатлениями, потому что на самом деле этого очень не хватает. С одной стороны и общения, с другой стороны и возможности куда-то выехать. И я скажу, люди совершенно не пожалели того, что они потратили деньги на эту поездку. Это вот опять к разговору о том, что деньги за свои услуги брать можно и нужно. Второе — это социальная столовая и телефон доверия, плюс сайт. Мы это видим вот так. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Можно прочитать. Да, пожалуйста. Не знаю, как это назвать. Вот у нас есть центр психологической помощи Буске на Майгова 20. Есть женщина и ребенок на Пушкина 80. Я бы предложила для семьи, потому что была что семья не пьющая, нормальная, не наркоманка. Мы говорим по разным вещам. Мы говорим о женщинах, подростках и мужчинах. А вот муж и жена попали в такую ситуацию, что они выжить не могут. Вот, но безвыходной ситуации. Кто им поможет? У нас ничего для этого нет, потому что они не с ребенком, и они не мужчина и женщина, пьем разные дома идти куда-то. Надо для семьи. Реабилитационный центр. У нас такого вообще нет в Сыктывкаре. И в стране, наверное, тоже нет. Есть. У нас есть. Для семьи именно. У нас, я говорю, открылся проект семейной психологической консультации. И пользуются, я скажу, пользуются спросом эти услуги. Многим, те, которые я уже посмотрел. Где деньги в проекте? На чем зарабатываем? Нет, реабилитационный центр. У меня, например, есть понятие, на чем зарабатывать. На чем там можно заработать? Медицинские услуги, Я банально. думаю, что где-то медицинские, где-то психологическая помощь, где-то помощь в работе и в трудоустройстве тоже есть там, потому что некий процент может быть идти, как вообще, грубо говоря. Это по досугу. То есть которые исполнять будут те потребности, которые запрашивает данная семья. Служба знакомств, по ней должен быть сбор и анализ клиентской базы. Возможно, те одинокие мамы и папы как раз и создадут семьи. Да? Педагогический патронаж, это выезд вот по домашним заданиям, и вообще как бы по обучению ребенка и сопровождению, как бы, да, возможно, там целый пласт педагогов по всем предметам, и это может за неделю как бы, да, решить проблему обучения ребенка на всю жизнь. Бесплатное обучение, здесь предполагали обучение, квалификация персонала, как бы, да, решение вопроса вот как раз с квалифицированными кадрами, потому что категория, которая у женщин, как бы, да, они все со свободным временем, но немножко нужно переориентировать, как бы, и подтянуть обучение. И психологическое сопровождение семьи, это семинары, как быть мамой и папой в одном лице, и как сделать так, чтобы ребенок не чувствовал отсутствие одного из родителей. Пока вот это. Здесь еще добавили категорию, нашли, которая обращалась тоже к женщинам, опыт у них колоссальный. Это те люди, которые остаются без жилья и без работы, как бы, да, то есть решение вот проблем этой категории с детьми. Спасибо. Ваши комментарии, вопросы к этим идеям? Ну, я пока не беру вопрос. Да, то же самое, что и к первому вопросы будут. Но мы их будем задавать по мере того, как проект будет уже
обретать, идеи будут обретать какие-то такие более-менее формы и реальные черты, там мы поконкретнее вопросы будем задавать. Пожалуйста, и еще один вариант. Ну, мы ввели организацию экскурсий с целью организации досуга. Также есть, ну, существуют виртуальные экскурсии, так, ну, для маломобильных пожителей. Проблемы с психологическим здоровьем, да, психологические тренинги, психологическая помощь, создание психологических центров. Проблема передвижения — это социальное такси. Питание можно организовать доставку продуктов по заказу, то есть каких-то, может, определенных. Уход — это организация надомного обслуживания. И в проблеме сложности с трудоустройством и проблема передачи опыта мы выделили организация рабочих мест, курсы переориентации и репетиторство. Ну и жильем — это частный пансионат. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии к этой группе идей. Я еще добавлю, мы опирались на то, что, значит, пенсионеры имеют стабильную пенсию, соответственно, практически все услуги, и выбирали те услуги, которые не требуют инвестиций и не требуют датирования или субсидий государственных. Таким образом, финансы более свободные. Это очень сильно помогает на старте работы таких проектов. Чем меньше на старте затрат, тем легче это начать делать. Ну что ж, спасибо большое за работу.